Друзья, приветствую вас на моем канале. Сегодня я хотел бы выпустить очередное свое видео на ответ уже теперь всем нам известного блогера Аскера Хаширова. Он, как видно, что-то никак вот ему не имется. И ему вечно кажется, как я понимаю, что адыгскую культуру пытаются как-то присвоить себе различные народы. И вот он таким вот образом делает какие-то такие негативные видео в адрес то карачаево-балкарцев, теперь уже и вот до осетин добрался. Ну, давайте посмотрим вот отрывок из его последнего видео. Хочу продолжить этот цикл, связанный, по большому счету, это, конечно, связано с культурой, с адыгской культурой и заимствованием этой культуры и воровством этой адыгской культуры. Ну, что я хочу здесь сказать? Ну, Аскер Владиславович, знаете, такими всеми вопросами, по идее, занимается как бы Министерство культуры, ну вот в частности там Кабардино-Балкарии, Северной Осетии. Вот, поэтому, если вы считаете, что танец симт это перенятый танец у адыгов, то у вас, в принципе, есть возможность это как-то оспорить, обжаловать. Вот, вы можете обратиться в Министерство культуры вашей республики и заявить, вот, ребята, знаете что, меня этот вопрос очень сильно волнует. Дело в том, что я так думаю, что осетинский танец симт это не что иное, как перенятый адыгский танец уч. Вот, и если они вас выслушают и согласятся с вашими вот этими аргументами, то они могут направить официальный там запрос Министерства культуры Северной Осетии с жалобой какой-то там, претензией и так далее. И решать этот вопрос в какой-то такой вот дискуссионной форме. Ну, что типа вот выяснять, на самом деле является симт заимствованием или нет. Вот. Так что, ну, я так понимаю, вы, по идее, вы не уполномочены делать такие заявления. Вы не являетесь этнографом, культурологом, вы не работаете в Министерстве культуры, как я понимаю, да? Но я еще раз говорю, у вас есть прекрасная возможность обратиться в Министерство вашей республики, Министерство культуры, и этот вопрос как-то решить. Ну, я надеюсь, вы это все-таки сделаете, и я бы вас попросил, конечно, ну, если вы этого сами захотите, да, в своих следующих видео, ну, как бы делать такие отчеты, да, ну, то, что вы там пошли в Министерство культуры, сделали официальный запрос там и так далее. Вот, если вас эта тема так сильно занимает, да, то, ну, сделайте такие вот, сделайте уже какие-то телодвижения в эту сторону, да, поэтому давайте, что называется, все в ваших руках, поэтому занимайтесь этим вопросом, только, конечно, у меня возникает другой вопрос, получится ли у вас что-нибудь на этом поприще или нет, это как бы уже тема отдельного разговора, ну вы попробуйте, посмотрим, чего вы добьетесь вот таким вот образом. Я вот помню самое первое видео Хаширова, когда он затронул тему танца симт, он утверждал якобы, что до 1936 года никакого симда у осетинского народа не существовало. Он даже в качестве доказательства привел пример, отрывок из этнографического очерка Коста Хитагурова «Особа», где тот якобы не упоминает ничего об этом танце. Вот давайте посмотрим его этот отрывок. В принципе, нормально, вот Джоев пишет. Он указывает на существование кабардинского танца удж, который упоминается в 1840 году. Нормально. Также он пишет, что об осетинском симт упоминаний не было. Ну, до 1936 года. 1936 год, это совсем недавно. В этот год родился брат моего отца. Неужели это какая-то древность? Вот тут такой вот момент. И вот дальше, вот тоже я совершенно согласен с тем, что вот как он тут пишет, что хореографическая обработка народного танца, то, что мы сегодня видим на сцене, это, конечно же, адаптированная версия народного танца. Ну и далее, как он там пишет, важно понимать, что по закону сценической хореографии нельзя переносить танцы на сцену в нетронутом виде. Все правильно. Но не было народного танца симт, в который потом хореографы внесли какой-то, ну, свои какие-то изменения. Самого танца этого не было, симт. То есть народного, древнего, сакрального и так далее. Вот этого танца не было. Я вам сейчас объясню и покажу. Вот в 1936 году первое упоминание симт. Почему? Это не значит, вот можно предположить, что этот танец существовал, но о нем просто не говорили. Теоретически, да, предположить. Но давайте возьмем тогда работу Коста Хитагурова. Ну,
Ну, то есть вы сейчас сами все прекрасно увидели, да? Он вот говорит, что никаких упоминаний до 1936 года о Симде не было. Вот у меня возникает вопрос к вам, Аскер Владиславович. Я вам доказал, что до 1936 года у осетин все-таки существовал танец Симд? Или не доказал? Я даже больше скажу. Я вам доказал, что Коста Хитагуров в одном из своих произведений упоминает о танце Симд. Ну, вы, как я понял, не захотели признавать этот свой промах и начали придумывать какие-то такие вот вещи о том, что Хитагуров упоминает о нардском эпосе и о двухголовых, трехголовых великанах. Дунея чижита, щимде лаудышты, айзе харжарыштар, айзе расшухтар. Множество девушек стояло в Симде, одна другой наряднее, одна другой красивее. А вот тут у нас поинтереснее будет. Вот смотрите, как эта ссылка называется. Коста 136. Давайте посмотрим, что это у нас идет за ссылка. Коста. Это Коста Хитагуров. Полное собрание сочинений. Том 1. Издательство Академии наук СССР. 1939 год. Вон там Коста Хитагуров нашел. Вот Коста Хитагуров, оказывается, указал танец Симд, да? То есть, когда он пишет этнографический очерк, он не указывает танец Симд, а когда он пишет про нардский эпос, он указывает танец Симд. И поэтому что? И поэтому танец, народный танец Симд существует, что ли? Нет. Дело в том, что Коста Хитагуров, когда описывает этнографию очерк, он показывает реальность, какая была культура реально. Какие были танцы, чем занимались, что было интересно, что не было интересно и так далее. Эпос — это выдуманные там персонажи, какие-нибудь великаны, трехголовые драконы, я не знаю, говорящие медведи, все что угодно в эпосе. И в том числе вот среди этих там трехголовых медведей, как говорится, там присутствует танец Симд, трехэтажный или еще какой-то там. Ну это же тоже надо понимать разницу. Так вот, Аскер Владиславович, ни о каких двухголовых, трехголовых великанах Коста Хитагуров, где он упоминает о танце Симд, он там не говорил. И представьте себе, он даже нардского эпоса не коснулся вот, в упоминании о танце Симд. А у меня вот вопрос к вам возникает. Я вам привел сведения, где Хитагуров упоминает о Симде, а вы там начали про каких-то двухголовых, трехголовых великанах говорить, про нардский эпос. Вы даже не соизволили узнать, откуда были взяты эти строки. Ну, вы же историк, как бы, да? Ну, почему вы, как историк, не стали узнавать, откуда взяты были строчки Хитагурова, где он упоминает о Симде? Коста Хитагуров вообще нардского эпоса не касался. Ну, насколько мне известно. Поэтому, Аскер Владиславович, тут как бы повнимательней, что называется. И что я еще хочу сказать, Аскер Владиславович, ну, я надеюсь, вы мне скажете спасибо о том, что я вот вас познакомил с таким выдающимся ученым, как Васо Абаев, потому что после моего этого видео-ответа к вам вы довольно-таки частенько начали ссылаться на словарь Васо Абаева. Ну, это, безусловно, похвально. Все-таки после моего видео начали пользоваться трудами уже известных ученых, да, таких как Васо Абаев, а не ссылаться там на статьи там, каких-то журналистов типа Джоева, да. Теперь давайте посмотрим его последнее видео, где он опять затрагивает тему танца Симд. Вот Алан говорит о неком танце Симд, да, ну Симд, которому сотни и может даже 1000 лет. Но он говорит о современной хореографической работе. А эта современная хореографическая работа, она сделана из нескольких адыгских танцев. Хотите посмотреть танец Симд, которому сотни лет? Я вам сейчас покажу выдержку. Посмотрите, вот сведения из работы Инала Канукова, опубликованные в сборнике сведений о кавказских горцах в 1875 году, выпуск 8. Между тем, на одном конце двора мужчины делали Симд. На этот раз они пели песню циничного содержания про пресловутого во всей Осетии Осага. И вот смотрим сноску, что такое Симд. Симд обыкновенно для этого мужчины образуют круг, держа друг друга под мышки и поют, кружась на одном месте. Поют иногда песни весьма циничного содержания, хотя в Симд нередко участвуют в перемешку с мужчинами и девушки. Девушки при этом, потупив головы в землю, молча краснеют и только.
Конец цитаты. Вот, Алан, вот это есть танец, которому там сотни лет. Вы, Алан, имели в виду все-таки, наверное, современную хореографическую обработку. Ну, я не знаю, я просто спрашиваю. По крайней мере, вот та степенность, да, которую вы призываете, она дает именно современная хореографическая обработка. Интересно получается, Аскер Владиславович. В самом начале, когда вы коснулись этой темы, вы говорили о том, что до 1936 года у осетин вообще не существовало танца симт. Теперь, как я понимаю, вы согласны с тем, что у осетин все-таки существовал танец симт до 1936 года. Но теперь вы придумали новую версию о том, что якобы симт существовал не в том виде, в котором сейчас он исполняется на сцене. Аскер Владиславович, я не думаю, что 200-300 лет назад адыгский танец уч в народном исполнении исполнялся точно так же, как он сейчас исполняется на сцене. И для сценической хореографии это нормально, когда народный танец на сцене, да, хореографы его трансформируют и немного что-то в него превозносят. Я еще раз повторюсь, Аскер Владиславович, вы, насколько я знаю, вы историк. И народной хореографии, обсуждать народную хореографию, это немного как бы не в вашей компетенции, как я понимаю. Вы не культуролог и не этнограф. Вот. Если вы являетесь этнографом или культурологом, то, пожалуйста, предъявите там соответствующий как бы диплом, да. Давайте снова вернемся к заметке Канукова. И, кстати, да, он там Канукова Кануков назвал. Наверное, он тоже его там за кабардинца посчитал, как и Хитагурова. Про Хитагурова я, наверное, все-таки не в этом видео, в другом видео я этой темы тоже коснусь. Давайте я вам еще зачитаю выдержку из работы Канукова. Это уже опубликовано на сайте «Моя Осетия». Лезгинка на всем Кавказе танцуется одинаково. Ее можно танцевать и без дамы. Танец этот у горцев Северного Кавказа называется чеченским танцем. Есть еще так называемый кабардинский танец. Это танец в большом ходу в Кабарде и вообще между горцами Северного Кавказа, чеченцами, ингушами, осетинами и другими. Танец этот состоит в том, что дама и кавалер выходят с противоположных концов круга и, размахивая вперед и назад руками, идут навстречу друг другу. И до того места, откуда вышел кавалер, идет дама, а кавалер до места дамы. Здесь опять поворачиваются друг к другу и проделывают то же самое. Вот и весь кабардинский танец. Танец хорст. Кавалер с легким поклоном приглашает девушку, берет ее под руку. У горцев не дама берет кавалера под руку, если то случится во время танцев, а наоборот. И, сделав с ней несколько кругов, отнимает свою руку, затем, отойдя на некоторое расстояние, поворачивается к ней лицом, топчется на одном месте, оборачиваясь лицом то вправо, то влево и размахивает вперед и назад руками. Дама выделывает то же самое, смотря на кавалера, потом одна и та же фигура повторяется несколько раз. В этом и стоит танец хорст. Танец ук, в данном случае это удж. Дирижер танцев обыкновенно подводит более почетного члена из молодежи, если есть гостя, к самой лучшей почетной родовитой девушке. Он должен взять ее под руку, составляется пара. Таких пар составляется по усмотрению того же дирижера несколько, и выстраиваются они в одну шеренгу. Потом танец начинается. Для этого правофланговая пара проходит по кругу до противоположного конца, и здесь, повернувшись, топчется на месте. Потом другая пара проделывает тоже и становится рядом с первой парой. Когда все пары проделали эту фигуру, начинает сначала. А теперь внимание, танец симт. Составляется круг мужчины вперемешку с девушками, которых они держат под руку. Под звуки какой-нибудь песни, очень часто циничного свойства, от чего девушки краснеют, цепь топчется, кружась, в этом и состоит симт. Смотрите, честно говоря, я не слышал, что есть у осетин такой танец хорст. Я вообще первый раз слышу за такой танец. Везде, где бы я не столкнулся с литературой, связанной с осетинскими танцами, нигде нет упоминаний о танце хорст. И нигде его не танцевали, ни в одном коллективе. От слова совсем. Ни в каких архивных записях этого танца нигде не встречал. То же самое за танец ук. Что это за танец такой? Вообще первый раз слышу. Такого осетинского танца нигде никогда не встречал, не читал. Так же, от слова совсем. У Канукова, наверное, свои какие-то есть сведения о танцах. Но ни в одной литературе я за танец ук не соприкасался с ним. Поэтому я вообще этой темой очень сильно интересуюсь, поэтому не знаю. Касаемо танца симт, упоминаемого у Канукова. Во-первых, я еще раз повторюсь. Аскер Владиславович говорил о том, что у осетин вообще до 1936 года никакого танца симт не было. Теперь он все-таки согласен, что упоминания были до 1936 года о симде.
Но тот симт, который упоминает Кануков, это, понимаете, это скорее всего не совсем симт. Это, скорее всего, танец Чепина. Вот, например, в книге у Махарбека Туганова «Осетинские танцы», по-моему, год издания 1950 год, танец Чепина у него фигурирует тоже как симт. Вообще, в осетинской хореографии Чепина считается мужским танцем. Ну, как бы, да, вот так. Но это немного не совсем так. Этот танец можно назвать в первую очередь как, ну, как юмористический танец. И женщины там все-таки тоже участвовали. То есть жители там какого-то горного аула собирались, танцевали, шутили. Это и был Чепина. Помню, вот была одна запись юго-осетинского ансамбля «Симт». Я ее, к сожалению, не смог найти на Ютубе, но я видел эту запись. И вот там вот в этой записи показывалось, как мужчины берут под руки женщин и танцуют с ними как обычный симт. И при всем при этом там они шутят над кем-то из участников этого танца, то есть женщины там тоже участвовали. Поэтому то, что Кануков описал, это скорее всего как раз таки и был танец Чепина, где упоминаются какие-то песни там циничного характера.
Да, это было среди осетин. Были такие танцы, где шутили над кем-то. Вообще, я же говорю, вот если коснуться темы, ну вот книги Махарбека Туганова, там у него представлены синды, ну где-то, наверное, около 7-8, наверное, точно. Вот давайте сейчас посмотрим, какие танцы синд у него описывают. Вот смотрите. Танцы древнейшие общинно-родового строя. Цопай, двухэтажный нартовский синт, тымбыл синт, это круговой синт. Чепина. Вот видите, он пишет, синт на одной ноге попеременно. Ну, уштытыкафт это не то. Танцы переходные синда, как от общеродового танца к парным. Нагуй синт, старинный синт на одной ноге. Синт на двух ногах в одну сторону и в другую сторону. И вот, смотрите, вот Нартон синт. Под этим названием танцевался под Новый год вокруг зажженных костров двухэтажный танец, в котором участвовали только мужчины. Да? Ну вот, ну это понятно. Двухэтажный синт, это тоже такой, ну как бы нартовский называется. Чисто мужской танец. Тымбыл синт. Круговой синт этот включался и мужчин, и женщин, среди которых имелись запевалы. Попеременно то мужчины, то женщины запевали, женщины стали вперемешку с мужчинами. И вот синт старинный. Выстраивалась шеренга, девица, мужчина, девица, мужчина. Но я вот это описание приводил в первом своем видео, которое касалось темы синда. Вот. Мужчина брал под руку девицу, затем правая нога танцором не выдвигалась немного вперед. В таком виде живая стена танцоров вправо выдвигалась до момента, когда первая пара танцоров... Ну, короче, обычный синт. Синт старинный, более сложный. Ну, короче, тут синдов, понимаете? И какой именно синт, о каком именно синде писал Туганов, мы можем только догадываться. Вот. Но я все-таки считаю, что это был, скорее всего, танец Чепина. Ну, вот именно вот где шутили над кем-то, там, подкалывали. Я вот знаю, как бы, то, что если не полагалось, по крайней мере, если во время танца Чепина кто-то там оскорбился, то не полагалось там, ну, объявлять кровную месть и так далее. Вот в этот день такого рода всякие оскорбления, они прощались, как бы. Вот. Ну, это не то, что оскорбления были, это такие вот издевки там, ну, как бы пошутили там над кем-то. Вот это и есть Чепина. Вот. Ну, а что же о том современном синде, который сейчас на сцене исполняется? Действительно ли не существовало его в быту у осетин, как вот говорит нам об этом Аскер Владиславович? И здесь я хотел бы привести работу прославленного нашего балетмейстера, постановщика осетинского происхождения Хаджисмела Петровича Варзиева. И работа эта называется «Мое присутствие в эволюции танца синд». Вообще, Хаджисмел Варзиев это был такой, на самом деле, уникальный человек в том плане, что он долгое время проработал в ансамбле «Алан», он сам закончил ГИТИС. И я знаю, что в тот период, советский период, его ставили в один ряд с такими известнейшими хореографами, как Моисеев, потом Илико Сухишвили. Ну, то есть, значимый был такой персонаж. Вот. И даже знаю, что у него в свое время возник конфликт с Министерством культуры Северной Осетии, и он ушел из госансамбля, он ушел из Алана, и подхватили, вот, так сказать, эту ситуацию Адыгейское министерство культуры и пригласили его работать в госансамбле Нальмес Республики Адыгея. И Варзиев там проработал, насколько я знаю, там лет 5, наверное, он там проработал. И за время того, когда он там работал, он поставил 4 или 5 адыгских танцев. Ну, я не помню их названия, но один мне вот запомнился хорошо. Этот танец называется «Загатлят». Очень такой танец, такой шустрый. И каково было мое удивление, то, что когда я читал, я зашел на сайт ансамбля Нальмес и стал читать историю этого ансамбля, я ни одного слова не прочитал о Хаджисмеле Петровиче Варзиеве. То есть там упоминались другие какие-то хореографы, постановщики и так далее, но ни одного слова не было упомянуто
об этом хореографе-постановщике. И что я еще хочу сказать о Хаджи Исмаиле Варзиеве. Вообще Хаджи Исмаил Варзиев, он очень проникся, так сказать, историей хореографии осетинского народа. Я знаю, что он ездил по различным уголкам Осетии, ну, по горам, там ездил по различным селам и собирал вот этот вот весь хореографический материал осетин. И я даже вот узнал такую деталь, одну, что когда он собирал весь этот материал в селах, ему там рассказали то, что в давние времена, оказывается, тоже под ичиги подкладывали что-то, сейчас скажу, что именно, чтобы вставать на пальцы. То есть на сегодняшний день, ребята, они подкладывают вату под ичиги. А раньше в горах, когда там не было ваты, туда подкладывали солому. Это для меня было очень так удивительно, потому что я считал, что в давние времена ничего абсолютно не подкладывали, просто вот брали и становились на пальцы. Оказывается, вот тоже такой хитростью пользовались и в давние времена. Вот, и давайте все-таки я коснусь его работы, которую он написал. И работа эта его называется «Мое присутствие в эволюции танца синт». Небольшой отрывок я зачитаю вот из этой его работы. Поэтому только сценический вариант своим композиционным разнообразием ровных симметричных линий и различных геометрических нововведений в форме масштабных диагональных перемещений могли радовать зрительский взор. А в быту зрителей почти не было. Вот. Потому в большей степени это были наблюдатели, для которых рисунок танца не разжигал душевной бури. То есть в быту, когда танцевали синт, в быту, не на сцене, а в быту, то родственники обычно собирались танцующих. Почему наблюдатели, спросите вы? Да потому что наблюдателями были родственники, соседи и друзья семей. Вот, внимание, чьи повзрослевшие дети встали в пару. И каждому родственнику было интересно оценить, насколько пара подходит друг к другу и насколько они гармоничны, и есть ли между ними в данный момент какой-либо эмоциональный или чувственный контакт. Вот так наспех, но все же следуя симдовому смыслу, был сочинен и поставлен мой самый первый симд. Конец цитаты. И вот у меня возникает вопрос. Вот скажите, пожалуйста, Аскер Владиславович, как вы думаете, Хаджи Исмаил Варзиев, прекрасно знакомый с осетинской культурой, с осетинской хореографией, который разъезжал по разным горным местностям, изучал эту всю тему, он описывает о том, что симд, основной симд, мы выяснили то, что симдов было разные симды были, точно так же, как и адыгский уч, его там тоже около, по-моему, 10 видов. Вот основной симд, который мы все знаем, он в быту у осетин был таким своего рода смотринами. То есть в этом симде молодые люди, они подбирали себе пару, выбирали себе пару. В такой день могло решаться их дальнейшая судьба. Понимаете? И вот у меня возникает вопрос. Вот к вам, Аскер Владиславович. Вот скажите, пожалуйста, парень, или девушка, которая танцует в симде, которая осознает то, что вот сегодня может решиться его дальнейшая жизнь. Может он позволить себе исполнять какие-то циничные песни? При всем при этом его родственники стоят и смотрят, оценивают это все дело. Можно ли позволять себе какое-то недопустимое поведение? Как Кануков описывает там, то, что циничные песни какие-то поют. Я понимаю, там есть такие всякие нехорошие личности в интернете, которые всякие гадости про осетин пишут, то, что там они не культурные, они не кавказцы и так далее. Но я считаю, любой человек, любой национальности, даже не кавказской, я предполагаю, что когда он решает свою судьбу, и когда на него смотрят родственники, он не будет себя вести как-то неподобающим образом. Вот об этом как раз-таки и говорил Алан Мамиев. То, что в симде предполагалось вести себя подобающим образом. То, что в симде надо было вести себя сдержанно. Потому что молодой человек не мог себя не вести. Он должен был показать себя в первую очередь с хорошей стороны. Потому что в такой день решалась его дальнейшая судьба. Самое главное, что должен контролировать маленький человек с самого раннего детства из этой касты людей, управляющих миром в том числе, это контроль своих поступков,
контроль своего языка, контроль своих мыслей и как высшая форма контроля, контроль своих эмоций. Как это называется по-астински? Ождан зинат, правильно? Вот эти все степени контроля. И чем, я считаю, отличались наши предки. И образец, когда я хочу людям, далеким от нашей культуры, объяснить, что такое ождан зинат, я говорю, посмотрите танец щимт. Вот щимт – это воплощение вот этого духа. Ождан зинада. Я ставлю два ролика, сбрасываю человеку. Вот посмотри лезгинку. Вот лезгинка – это другие кавказские народы. Ай, гуй, вот это вот. Ну, все красиво, там прыгают, резко, энергично. Прекрасный танец, великолепный. И вот щимт есть. Вот щимт – это воплощение чисто нашего духа. Понимаете, ождан зинада. Сдержанность. Сдержанность. Максимальная сдержанность. Контроль своих движений, контроль своих мыслей. Без тщательного внутреннего контроля ты не сможешь танцевать щимт. Почему по-настоящему щимт могут только астины станцевать? Потому что это вот внутри должно быть, понимаете? Это с детства воспитывается, в молоком матери впитывается. Вот, ну теперь хотелось бы поговорить немного об адыгской культуре, а то все-таки постоянно что-то астинское затрагивается, астинское. Давайте немного об адыгской культуре поговорим. Аскер Владиславович же говорит, что вечно там кто-то ворует адыгскую культуру, да? Ну, почему-то он не говорит о том, что кто-то еще тоже, может быть и адыги тоже воруют у кого-то. Вот давайте немного об этом поговорим. Единственное, что я хочу, просто называйте вещи своими именами. Заимствовали что-то у адыгов, говорите, вот адыгское. Заимствовали что-то, не знаю, у кого угодно там, у чеченцев, да, это чеченское, у Дагестана, у осетина, значит, это осетинское. Вот пироги же осетинские у нас, например. Вот называйте все своими именами. Вот все. Особенно, что касается культуры. И сейчас я хотел бы зачитать книгу Нагайцевой «Адыгские народные танцы». Вот давайте отрывок из этой книги я зачитаю. Исламей отличается от танцев группы Уч не только своей подвижностью, развитой изобретательной и искрометной техникой, но и происхождением. Так, например, в Кабардино-Балкарии этот танец имеет несколько версий своего происхождения. Одна из них связана с именем известного исследователя общеадыгского фольклора, старшего научного сотрудника, заслуженного деятеля искусств КБ АССР Кардангушева, который собрал интересные сведения об Исламее. Вот что сохранила народная память в легендах и сказаниях, проливающих свет на события, оказавшие влияние на происхождение танца. Вот, цитирует он. «С давних пор народы Кабарды и Дагестана объединяли прочные экономические, политические и культурные связи. Примерно в середине 8 века, чтобы овладеть секретом производства шелка, два брата княжеской фамилии Мурадовых, Каншау и Ислам, со своими людьми отправились в Дагестан и вблизи города Тимирхан-Шуры основали два кабардинских селения. Тогда же получили широкое распространение смешанные браки. Вскоре, овладев секретом, братья вернулись на родину. Они основали два селения. Каншау в том месте, где Курб впадает в Терек, а Ислам выше по течению реки Курб. Селения расположены были на границе с Ингушетией и названы по имени братьев Каншауским и Исламовским, ныне Нижний и Верхний Курб. Жившие в Ингушетии переняли ингушский круговой танец и назвали его ингушским. Выучив его, исламовцы быстро распространили по Малой Кабарде. Когда этот танец перешел из Малой Кабарды в Большую, там он получил название Исламей, по названию села, из которого пришел. Конец цитаты. Версия эта вполне жизнеспособна и правомерна, ибо переселения родами, семьями являлись типичными для тех времен. Установление дружественных отношений с соседями всегда отличало кабардинцев. Мирное сотрудничество способствовало проникновению, смешиванию элементов разнонациональных культур, особенно в социально-бытовой сфере. Заимствование у ингушей кругового танца, удобного для соревнования, темпераментного и быстрого по характеру, отвечали духу, нравам кабардинцев-исламовцев, которые распространили его по всей Кабарде. И несмотря на то, что кабардинцам с глубокой древности известно было движение танцующих по кругу, уджи, однако лишь танцы-состязания небольшой группы участников, каким является Исламей, удовлетворяли потребности молодых людей в самоутверждении.
Вот как-то так, видите? Ну, давайте посмотрим на этот танец. Вот вы сейчас посмотрели два танца, два вида исламея. Есть вот сольный исламей, есть еще массовый исламей. Один традиционный, как бы, адыгский, ну, в кавычках, да, адыгский. А другой, музыка, по крайней мере, вот другого массового исламея, она такая очень распространенная на Кавказе. То есть, исходя из всего этого, мы узнали, что, ну, исламей вообще-то как бы это лезгинка. Лезгинка, она вообще не характерна для адыгов. Для адыгов больше характерны танцы вот серии уч. Почему именно серии? Потому что я уже сказал, что уджи, у адыгов их там до 10 как бы. Танцы серии уч и кафа. В подтверждение своих слов я вот хочу еще зачитать вам заметку из работы руководителя ансамбля «Кабардинка» Атабиева Игоря Килишбиевича. История, поэтика и типология черкесских адыгских танцев. Вот смотрите, что пишет Атабиев. Карнавальный, танцевальный, пантомимный и импровизационный образ танцующего козла. Ну, блин, я немного не оттуда начал. Короче, вот, помимо оригинальной танцевальной техники, включающей в себя несвойственный традиционному черкесскому адыгскому танцу, вот, еще раз внимательно, несвойственный традиционному черкесскому адыгскому танцу вращения и прыжки,
поведение этого персонажа было комическим и гротесковым. То есть адыгские танцы, они не предполагали вот чисто народные адыгские танцы, они всегда вот были вот такого, знаете, ну, это танец, ну, по-астински важдан кафт, то есть благородный танец. И вот всякие там прыжки, там вращения, какие-то там резкие движения, они не характерны для адыгского танца. Чего мы не видим в исламее, да, ну, в данном случае по-русски как бы лезгинка, да, мы не видим этого в лезгинке кабардинской, ну, в кавычках, конечно, кабардинской лезгинки. Вот как описывает Нагайцева, этот танец кабардинцы переняли, вот в данном случае, у ингушей. Но сегодня адыги, по всей видимости, думают, что это исконно кабардинский танец. Нет, ребята, это не совсем так. Вот, и еще я хотел поговорить о таком на сегодняшний день очень известном танце, как лапариса, да. Вообще, этот танец я увидел, наверное, с середины 2000-х. И в 90-е годы, у меня, помню, была такая аудиокассета. Я вообще давненько увлекаюсь как бы вот этой всей темой, ну, кавказских танцев, мелодий. И у меня, помню, была аудиокассета, и там вот эти кабардинские мелодии были. Вот. Ну, именно, вот знаете, в народном исполнении, то есть, ну, под гармошку, под доул, да, не было вот этих вот синтезаторов, там, ну, электронной музыки нет. Вот чисто такая народного исполнения музыка, да, под народные инструменты. Вот. И что я хочу сказать. Из всех композиций, которые были на этой аудиокассете, ни одной мелодии лапариса я там не услышал. Вот. Я еще раз говорю, я первый раз его увидел и услышал мелодию этого танца, ну, наверное, где-то с середины 2000-х годов. Вот. И я начал как бы изучать эту тему, откуда все-таки возник этот танец. Мне было, ну, мне же все интересно. И я узнал, что был такой художественный руководитель ансамбля Нальмес, того самого Нальмес, где в свое время работал Хаджи Смел Варзиев. В середине 90-х годов там художественным руководителем был Алимбий Кулов. И давайте вот сейчас интервью я вам предоставлю этого художественного руководителя. И вот, исходя из этого, я над этим думаю. И вот это ожерелье народных танцев. Туда я включил, меня волновало. У нас есть уч, у нас зафак, загатлат, ислами. А те танцы, которые у нас не остались, а они остались у них, понимаете? Они танцуют с огромным удовольствием. Вот Кашвахуанч, Гуашевуч, там есть Шещен, чеченский танец, казалось бы, они по-своему, по-адыгейски танцуют, исполняют. Там Тляпер еще. Вот эти несколько танцев, я их объединил, и опять родился вот такая хореографическая композиция вот этих танцев, ожерелья. На самом деле это слово мне подсказал один человек. И народ понимает.
То есть, видите, Алимби Кулов говорит о том, что он создал танец, называется ожерелье народных танцев, как-то так. И в этом танце это получается как попури. По поводу второй части, вот этого вот шашен, да, мы здесь сразу видим, что явно открыто присутствуют какие-то чеченские движения, да. На сегодняшний день танец вот этот шашен, который потом вследствие стал лапариса, да, его за все время его существования, его там постоянно трансформировали, что-то там придумывали. Видать, хореографы старались все чеченское как бы затереть, да, и что-то какой-то новый продукт поставить на сцену, да. У них отчасти это получилось. Там какие-то такие интересные движения появились в этом танце, да. Как бы молодцы ребята, работают. Но, я еще раз говорю, по всей видимости, это является новоделом, вот как говорит Аскер Владиславович. Ребята, вот я вот честно вам говорю, я смотрел различные записи, старые записи ансамбля «Кабардинка», другие ансамбли. Я слушал, точнее, мелодии там кабардинские, адыгские. Вот ранее, там, середины 90-х, никаких упоминаний об этом танце я не встречал. И я вас прошу, если у вас имеются какие-то записи старинные, 40-летней давности, вот предоставьте, пожалуйста, да, то, что есть там запись 40-летней давности танца лапариса, то я тогда беру свои слова обратно. Но я вот сколько смотрел, я еще давно помню, там, с подросткового периода, у меня видеокассета была ансамбля «Кабардинка», 70-х годов, по-моему, запись. Ничего похожего я там не видел. Там были вот эти уджи, был танец кафа, был балкарский танец тюстепсел, девичий танец, танец пастухов. Никакого лапариса там и близко даже не было. Но все-таки, может быть, я ошибаюсь. И я вас попрошу, если у вас имеются какие-то записи, пожалуйста, их предоставьте. Давайте я еще затрону немножко ансамбль «Кабардинка», да? Понимаете, просто есть такой один мне немного не совсем понятный момент. У ансамбля «Кабардинка», помню, где-то в середине 2000-х был такой очень интересная постановка, которая называлась «Чеченский молодежный танец». И постановщиком этого танца, насколько я знаю, был Дикалу Музакаев. Это на сегодняшний день, насколько я знаю, он, по-моему, является министром культуры Чеченской Республики. А в прошлом Дикалу Музакаев был художественным руководителем ансамбля «Войнах». Он сам являлся танцором ансамбля «Войнах». Давайте вот отрывок посмотрим из этого танца. Чеченский молодежный танец. Постановка Дикалу Музакаева. И каково было мое удивление, когда там недавно, можно сказать, я решил снова пересмотреть концерт ансамбля «Кабардинка», и я увидел, я полностью концерт был, и я решил вот именно вот этот танец посмотреть и перемотал. Малгобекский молодежный перепляс. Солисты, заслуженная артистка Кабардино-Балкарской республики Мадина Сакурова и Аскер Алакаев.
эту запись я увидел недавно. И что мы видим? Чеченский молодежный танец, руководство ансамбля «Кабардинка» переименовало его в Малгобекский молодежный танец. А что бы это могло значить, интересно? Дело в том, что город Малгобек – это сегодняшняя республика Ингушетия. Но в прошлом Малгобек был в составе Малой Кабарды. Вот мне немножко не совсем понятно, вот для чего нужно было переименовывать танец. Вот объясните мне, пожалуйста, что этим хотело сказать руководство ансамбля «Кабардинка». Вы сами подумайте, да, и решите. Я не знаю, что конкретно хотело сказать руководство «Кабардинки». Это вот этот вопрос я оставляю, что называется, на всеобщее обозрение. Вот, ну и хотелось еще затронуть тему черкески. Ох уж это черкеска, и что-то вот все вдоль и поперек, короче, ее разматывают и никак не могут этот вопрос оставить. Давайте вот фрагмент видео посмотрим, что по этому поводу говорит герой нашего этого сегодняшнего подкаста. Здесь, опять же, о заимствовании черкесски. Я вот сейчас, опять же, перейду к танцам, да. Вот так принято, что народные танцы танцуют в своей национальной одежде. Так принято. Вот теперь посмотрите народные вот танцы, так скажем, которые танцуют в Осетии. Они танцуют все в черкесках. Но в данном случае, вот, а девушки одеты тоже как черкесские девушки, правильно же? Но в данном случае одежда другая, своя в смысле. Вот смотрите, Аскер Владиславович утверждает, что черкеска исконно их одежда. Ну, тогда получается, что адыги в давние времена одели весь Кавказ. То есть, вот смотрите, западная там Черкесия, все дела, и она вот получается одела, короче, карачаевцев, балкарцев, ну, черкесы, я имею в виду, одели карачаевцев, балкарцев, осетин. Потом пошли дальше. Они одели, получается, ингушей, они одели чеченцев, вот, и далее Дагестан. Ну, в Дагестане, естественно, своих не было, ханов, мурс, да, они ничего не могли придумать, к нам из своей одежды. Вот адыги тоже так вот, жест доброй воли, они подарили тоже им черкеску. Идем дальше. Южный Кавказ, то есть Абхазия. Ну, с Абхазией все ясно, это близко родственный адыгам народ, тут как бы разговора нет. Далее черкесы одели грузин, западный грузин, потом они пошли дальше, одели центральных грузин, потом пошли еще дальше и одели азербайджанцев, понимаете, они азербайджанцам тоже черкеску подарили. Ну, немного, как бы, я понимаю, да, немного звучит нелепо, но вот версия такая есть, присутствует у некоторой части населения. Но тут тоже немало вопросов по этой теме. И я хотел бы открыть историко-этимологический словарь Васо Абаева и посмотреть, что пишет Абаев по этому поводу. Дело в том, что по-осетински черкеска называется цука. И вот давайте сейчас найдем это слово. Вот смотрите, цука по-иронски, по-дегорски цока. Черкеска. И вот, ну, вот тут Абаев описывает, где, в каких произведениях встречается это слово. И вот происхождение этого слова. Персидское тюркское слово, получившее общекавказское распространение. Персидское чуха, шерстяная верхняя одежда. Тюркское чуха, цука, чоха, сукно, одежда из сукна. Армянское чухай, грузинское чоха. Лезгинская чухва, черкесская. Лакская чука, аварская чука, сукно, черкесская. Войнахская чуки, чоки. Вот, и кабардинская тоже тут есть. Кабардинская суха, сукно. И другое. Употребительно и в некоторых русских говорах. Чуха, суконный кафтан. Также и в других славянских языках. Вот, получается, у меня вот такой сразу вопрос возникает. Если эта одежда является исконно адыгской одеждой, да, то почему тогда название этой одежды не имеет адыгское происхождение? Вот смотрите, вот есть такое оружие, называется шашка. Я помню, в подростковый период я читал там литературу различную, и для меня было непонятно, почему
оружие, ну, холодное оружие называют шашкой. Как казак там, типа, достал шашку, короче, вот там, и размахивает шашкой. Для меня это было непонятно. Но потом я нашел вот советский энциклопедический словарь. Вот, и так, ну, мне было все интересно, как бы, и просматривал там различные слова. И наткнулся там на слово «шашка». Вот, и каково было мое удивление, когда я узнал, что шашка, это идет от кабардинского «шашхо». Вот. И кабардинцы передали это оружие русским. Ну, по всей видимости, казакам. Вот, казаки, русские, они как бы не могли произносить, по всей видимости, они не могли произносить шашхо. И ну, для простоты, ну, исходя из русского языка, они говорили вот просто шашка. Тут все как бы понятно. Здесь вот с черкесской непонятно одно. Если это, еще раз повторюсь, если это адыгская одежда, то она, соответственно, должна называться по-адыгски, на адыгском языке. И народы Кавказа, если опять-таки это адыгская одежда, должны ее называть также по-адыгски. Но этого нету. Вот в чем загвоздка. Поэтому тут как бы тоже вопрос такой очень достаточно интересный. Вот еще немаловажный такой вот элемент черкесский, да, ну, допустим, вот как бешмет, да. Ну, бешмет я в словаре Абаева искать не буду, потому что по-осетински бешмет называется курат. То есть бешмет это длинная рубаха, ну, как правило, до колен. Вот. Осетины его называют курат. И что самое интересное, то что по-афгански, ну, на пуштунском языке, пуштуны, у них тоже как бы есть бешмет, ну или что-то похожее на бешмет, и они называют курта. То есть это говорит о том, что предки осетин, когда они пришли на Кавказ, они уже с бешметом, ну, с куратом, да, они уже были знакомы. Они не переняли бешмет на Кавказе, потому что если бы они переняли его на Кавказе, то, скорее всего, они бы его называли как-то вот одним из кавказских языков. Но они, ну, предки осетин, я имею в виду, когда пришли на Кавказ, они, получается, принесли с собой и это слово. Ну и, соответственно, и эту одежду тоже. Вот, бешмет, я бешмета не коснусь, а коснусь такого тоже одного из важных элементов черкесский, как башлык. Вот у Васо Абаева есть это слово. По-осетински башлык называется башылык. По-дегорски басулук. Ну, башлык это как вот типа капюшона, что ли, такой шерстяной. Вот. Башылык, башлык. И вот что пишет Абаев. Вот происхождение. Из тюркского баслук, башлык, образовано от бас – голова, лык – суффикс. Отсюда же кабардинское баслук, сванское баслык, грузинское баслуки и другое. Известно также в южных и восточных русских диалектах. Вот так вот. Тоже опять-таки, ну, Аскер Владиславович, если это все адыгское, если черкесское, адыгское, если важные элементы черкесские, такие как башлык и курат, ну, то есть бешмет, это тоже адыгские, да? Логичный вопрос. Почему тогда, вот в данном случае, башлык не является адыгским названием? Почему вот другие кавказские народы не называют башлык по-адыгски, скажем так, а по-тюркски? Бешмет, скорее всего, тоже это тюркского происхождения, это слово. И газыри тоже не адыгского происхождения. Ну, как-то вот ваша версия, она не сопоставляется. Понимаете? А вот почему, собственно, черкеска получила название черкеска, и вот, по всей видимости, это очень так вот не дает покоя многим черкесам, я тоже объясню, почему. Дело в том, что русские, когда пришли на Кавказ, они с первыми, с кем столкнулись, они столкнулись именно с черкесами, ну, с адыгами. Потому что, как бы, адыги, они заняли всю предгорную плоскостную территорию, они там обитали, и вот столкнулись с черкесами. Соответственно, на них была одежда, и эту одеждой они назвали по имени тех, на ком она была, то есть по имени черкесов. Если бы русские, придя на Кавказ, увидели бы осетин вот в этой одежде, да,
ну, черкесски, то тогда бы они бы назвали ее осетинкой. Если бы они карачаевцев увидели вот в этой одежде, они назвали бы ее карачаевкой и так далее. То есть, ну, чисто по случайному стечению обстоятельств, можно так сказать, русские назвали эту одежду черкесской. Вот. Что еще хочу сказать по черкесски? Ну, вот к осетинам у меня такое обращение. Ну, это будет интересно, точнее, осетинам. Был такой ученый, по-моему, 18 века, польский ученый Ян Потоцкий. И он в свое время приехал на Кавказ и картину такую сделал, вот осетина, да. И вот смотрите, что интересно в этой картине. То, что осетин здесь изображен черкесский, и борта этой черкески, они связаны между собой, борта связаны тремя такими вот подвязками, тремя веревками. Это очень интересно, потому что такой вид черкески, вот именно то, что борта связаны вот веревками, такой вид черкески на Кавказе больше нигде не встречается. Поэтому это как бы уникальная картина, да. То, что вот именно уникально тем, что не встречается больше именно вот такой вид черкески. Это вот мое обращение, там, я не знаю, каким-нибудь художественным руководителям разных ансамблей. Если что, там, берите на заметку, да. Можете пошить такие костюмы с такими вот подвязками, да. И вы будете выделяться среди всех коллективов, не только Осетии, но и всего Кавказа. Вот. И еще, что я хотел сказать, то, что по-черкесски есть там различные работы. Вот. Кстати, то, что черкеску назвали потому что русские пришли и увидели на адыгах, это все описывается в работе Студенецкой, кажется, да? Студенецкая, да, «Одежда народов Северного Кавказа с 18 по 20 век». Это, по-моему, был доктор исторических наук, насколько я знаю. Но я хотел бы зачитать вам сейчас еще одну работу по данной теме. И работа эта называется «Костюм населения Северного Кавказа с 7 по 17 век». Написал эту работу, женщина ее написала, Звезданна Владимировна, ну вот интересно такое у нее имя, Звезданна Владимировна Доде. Вот, она является доктором исторических наук, кажется, да? Так, специально автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук, да, Москва, 2007 год. И вот давайте я кое-какие моменты отобрал из этой всей статьи. Ну, вот зачитывал. Впервые проведен компаративный анализ костюмов народов Северного Кавказа и среднеазиатско-казахстанского региона. О, видите, как интересно, да? В результате которого были выявлены формы одежды, имеющие общие древние прототипы, что позволяет наметить пути для дальнейшего исследования механизмов культурного взаимодействия определенных регионов в древности и в средние века. Сравнительный типологический анализ показал существование контактной зоны культурного взаимодействия, где аккумулированы признаки северокавказских и среднеазиатско-казахстанских костюмных комплексов. О, видите, как интересно. Тут северокавказский костюм сравниваются с среднеазиатским. Внимательно, такой зоной является Дагестан с особым типом костюмов, совмещающих северокавказские и среднеазиатские черты. Вот тоже очень интересно, да, то есть, что такое одежда, которая по чистой, так сказать, случайности назвали черкесской? Что это такое? Это халат. И получается, что северокавказский халат, его сравнивают со среднеазиатским халатом. И точкой, что называется, соприкосновения между Средней Азией и Северным Кавказом был Дагестан. Ну, как известно, Дагестан, он находится на берегу моря, Дербент, портовый город. И вот такие, видать, культурные связи проходили между Средней Азией и Северным Кавказом через Дагестан. Установление контактной зоны культурного взаимодействия, выявленной в результате типологического сравнения разных костюмных комплексов, позволяет ставить вопрос о существовании подобных переходных зон для контактирующих археологических культур древности и средневековья.
ранний средневековые костюмы северокавказского населения с 7 первой половины 13 веков. В рамках исследований раннесредневекового аланского костюма выделены два хронологических периода. 7 первая половина 11 веков, связанный с историей хазарского каганата, и вторая половина XI века, первая половина 13 веков, проходивший в контакте со степняками-половцами. Костюмные комплексы 7 первой половины 13 веков. Археологические находки одежд из, собственно, хазарских памятников практически неизвестны. Весьма ограниченный круг изображен носит условный характер, не позволяющий достоверно восстановить хазарский костюм. Вопрос о хазарском костюме как этнокультурном признаке остается открытым, но на широкой территории Евразии тюркоязычные кочевники носили одежду практически одинаковой формы. Приталенный, расклешенный распашной кафтан длиной до колен с характерными отворотами ворота, образующими лацканы. Эти признаки очевидно характеризовали и хазарскую одежду. Вероятно, что, находясь в непосредственном контакте с хазарской правящей верхушкой, аланская знать носила костюмы, принятые при хазарском дворе, как показатель социальной престижности. Имеющиеся на сегодняшний день материалы из могильников подорванная балка, хасаут, улукоп, эшкакон, Амгата и другие позволяют с документальной точностью реконструировать именно аланский костюм и на основании изобразительных источников установить его соответствие не столько хазарскому, сколько общетюркскому средневековому комплексу. Аланский мужской костюм состоял из коротких штанов с широким шагом, чулок, кафтана, конструкция которого основана на распашном характере кроя, мягкой кожаной обуви, без подметок и головного убора. Этот набор был основным у населения Северного Кавказа в 7-11 веках, что подтверждает аланские изобразительные памятники. Необходимым элементом мужского костюма, неразрывно связанным с оружием и утилитарно, и семантически был пояс с металлическим гарнитуром. Кстати, металлические вот эти вот подвески, да, они... Я вот смотрел ролик нашего Цуциев, по-моему, я вот не помню. Он сейчас является директором нового краеведческого музея, и он рассказывал о том, что вот для чего вот эти вот подвески на ремне были предназначены. Они были предназначены для того, чтобы можно было привязывать оружие, ну там топор там или еще что-то такое, да. То есть они носили вот эти подвески, они носили чисто такой практический характер. Но на сегодняшний день они вот используются как такое, как украшение. Вот. Так, идем далее. Поясная женская одежда и обувь не отличалась от мужских форм. Характерными элементами женского костюма было верхнее платье прямого свободного силуэта с запазушным карманом и сложные головные уборы, конструкция которых была подчинена необходимости тщательно спрятать женские волосы. Девичьи шапочки и начальные диадемы оставляли волосы открытыми. Возрастных отличий в верхней одежде алан не было. Детские платья шили по той же выкройке, что и одежду для взрослых. Убранство аланского костюма отличается многообразием и разнородностью предметов, а также полуфункциональностью некоторых из них. Женщины использовали большое количество украшений, амулетов и аксессуаров. В раннем средневековье бусы были характерным украшением женского платья, аланки закрепляли ожерелья в плечевых петлях на платьях узлами или фибулами. Аланским амулетам посвящена многочисленная археологическая литература. Короче, про эти женские особо не интересно. Так, ну вот вместе с тем многочисленные амулеты, тут амулеты, все. Вот, костюмные комплексы что-то в первой половине 11-13 веков, ПП, я не знаю, что это такое. Крушение хазарского каганата привело к восстановлению независимости и политической централизации Алании, в состав которой входили многие народы Северного Кавказа. Во второй половине 11-13 веков Северный Кавказ оказывается под мощным влиянием половцев. Костюмы северокавказского населения в этот период известны по археологическим материалам из аланских могильников Змейский, Северная Осетия, Рим-гора и Кольцо-гора в Кисловодской котловине. Сравнительный анализ археологических
находок и одежд, изображенных на половецких изваяниях, позволяет говорить о том, что в обозначенный период Северный Кавказ испытал влияние новой волны тюркской моды. Именно в половецкое время определился силуэт этнографического северокавказского женского платья, которое по форме стало максимально схожим с мужской верхней одеждой. Внимание, приталенным, расклешенным и распашным, требующим пояса как конструктивного подкрепления, в отличие от предшествующего периода, когда женщины носили неподпоясанное платье прямого кроя. Реконструкция социально-ценностной прагматики в костюмах средневекового населения Северного Кавказа. В костюме с помощью конкретных символов половозрастной или социально-экономической дифференциации, этнической или религиозной принадлежности получали выражение ценностные и этические представления. В аланском костюме оппозиция мужское-женское связана не только с дифференциацией социальной роли мужчин и женщин, но и с этическими ценностями, принятыми в обществе. Функция мужчины-воина противопоставлена репродуктивной функции женщины. Внешне это выразилось в обязательности пояса, неразрывно связано с оружием в мужском костюме. Вот. Ну да, то есть то, о чем я говорил. Можно было там кинжал подвесить на пояс, там, топор и так далее. И принципиальном отсутствии пояса в женском платье, прямого широкого силуэта с нашитыми на его подол амулетами плодородия. В аланском обществе отношения полов базировались на главных гендерных функциях мужчин и женщин, представлявших собой более древнее общественное явление, чем отношения собственности. 2.8. Истоки и этнографические параллели средневекового северокавказского костюма. Костюмные комплексы древних ираноязычных и тюркоязычных кочевников обнаруживают больше сходства, чем различия. Одежда и тех, и других была сшита по сложной выкройке, что, собственно, и отличало ее от классической одежды античного мира, которую просто драпировали вокруг фигуры. Причина сходства в том, что оба комплекса сформировались как одежда всадника и окончательно сложились еще до середины первого тысячелетия до нашей эры. Ну вот Аскер Владиславович утверждает, что черкесская — это одежда конного воина, но только адыгского конного воина. Ну вот тут что-то про адыгских конных воинов не сказано ни слова. Да? Вот. Крой аланского кафтана вполне соответствует крою этнографической черкески. Покрой верхней одежды не только сохранился в этнографическом платье, но стал господствующим в одежде народов Северного Кавказа. Среди археологических видов поясной аланской одежды выявляются прямые параллели с этнографическими аналогами. Прежде всего, это штаны с широким шагом, исключительно удобные для верховой езды и широко распространенные в костюме северокавказских народов. Распространение наборных поясов относится к VII веку и связывается с тюрками. Крой аланского женского платья полностью соответствует этнографическим женским рубахам, которые у некоторых народов Северного Кавказа являются достаточным видом одежды. В них позволительно находиться не только в доме, но и за его пределами. Покрой верхней женской одежды изменился в результате контактов со степняками-половцами. Местное население Предкавказья активно воспринимала кочевнические приемы декора одежды, положившие начало кавказскому золотному шитью. В то же время в современном этнографическом кавказском платье сохранились приемы убранства одежды металлическими нашивными украшениями, что следует связать, вероятно, с иранской традицией. Сравнительный анализ костюмов народов Северного Кавказа и среднеазиатско-казахстанского региона. Вот, ну это уже конец, походу, да? Да, концовка. Так. В результате сравнения комплексов женского и мужского костюмов народов, населяющих сопредельные регионы Северный Кавказ, Среднюю Азию и Казахстан, установлено сходство в составе костюма, кроя некоторых видов одежды, головных уборов и обуви. Сходство объясняется не только длительными и культурными контактами сопредельных регионов, в результате которых проходили заимствования и обмен культурными ценностями, но и существованием в прошлом, вот внимание, общих этнокультурных компонентов в культурогенезе народов, проживающих на Северном Кавказе и в среднеазиатско-казахстанском регионе. Наибольшее сходство прослеживается в тех элементах костюма, которые связаны с тюркским компонентом культуры. Однако крой и пространственная форма верхней женской и мужской одежды, ее силуэт, цветовая гамма и декор
в костюме народов Северного Кавказа и среднеазиатско-казахстанского региона принципиально отличаются, но между контактирующими регионами не было резкой культурной границы. В связи с этим определена, в связи с этим определена переходная зона культурного взаимодействия, в качестве которой был рассмотрен Дагестан. Да. То есть, еще раз, Дагестан это был таким связующим звеном между Средней Азией и Северным Кавказом. Выявлены характерные признаки переходной зоны культурно-исторического взаимодействия, определяющиеся в равной мере наличием северокавказских и среднеазиатских признаков в дагестанских костюмах. На Северном Кавказе религиозные установки ислама не отразились в семантике национального костюма в той степени, как это произошло в соседнем регионе, где они сыграли значимую роль в изменении семантического значения женских головных накидок и складывании семантического содержания мужских поясов и чалмообразных головных уборов. Вот так вот, ребята. Видите, как интересно? Ой, блин, сколько я долго наговорил здесь. Ну, к сожалению, не получилось. Короче говоря, вот я прочитал сейчас вам эту статью, эту выдержку. И как мы с вами видим, ни одного упоминания об адыгах здесь не было. Аланы, тюрки, Дагестан, Средняя Азия. Ну вот все, что я сказал. Вы-то прекрасно все услышали. И немаловажный момент. Все те историки, доктора наук, которые занимались изучением этой темы, внимание, примерно все единогласно то же самое и говорят. Почему-то вот Аскер Владиславович считает, что все-таки от адыгов это пошло. Да, кстати, Кануков, да, он упоминает о том, что кабардинцы являются такими парижанами Кавказа. Но опять-таки, он это говорит о том, когда кабардинцы, они были, я не буду говорить в расцвете своего могущества, потому что это уже как бы конец 19 века, все равно по инерции, да, вот это еще шло, да. Кабардинцы тогда, они, особенно князья кабардинские, они были таким главенствующим народом, можно сказать. И они задавали вот эту вот моду, понимаете? Но здесь-то речь идет больше об истоках, о том, откуда это все пошло. И вот как раз-таки мы с вами узнали о том, что далеко не от адыгов. Средняя Азия, Дагестан, Северный Кавказ. Дагестан, понятное дело, Северный Кавказ. Я еще раз повторюсь, то, что вот среднеазиатский костюм, халат, он практически черкесский это тот же самый халат. Это два разных костюма, это понятно, но что-то вот между ними, связь какая-то все-таки имеется. И вот связующим звеном являлся Дагестан, да, то есть Дагестан это Дербент, которому более 5000 лет, портовые все вот эти вот связи по морю, да, там проходили какие-то связи там с другими регионами, странами и так далее. Так что, в принципе, я думаю, всем все понятно. Ну что, ребята, на этом я пока сегодня закончу. И так, что-то слишком долго получилось. Вот. В следующем своем видео я коснусь темы дигорцев, тоже обязательно. Этногенез дигорцев. Так, вскользь пройдусь по этой теме. Вот. И что еще хочу? Хитагуровых. Это тоже я коснусь конкретно этой темы. Кем являлись Хитагуровы на самом деле. Хорошо, что я сегодня этого всего не коснулся, потому что это точно на 2,5 часа, это как минимум бы это все ушло. Так что, ребята, всем спасибо за просмотр. Всем вам мира и добра. И не надо враждовать и выяснять отношения. Кто у кого, что-то там. Вот это все, как правило, эти все разговоры до добра не доводят. Поэтому я всем вам желаю мира и добра. До новых встреч.